День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Эсэх Туймады вновь объединил тысячи людей. Древние обряды, национальные традиции, встречи с родными и атмосфера настоящего праздника лета. Владимир Путин осмотрел новые самолеты и провел совещание по развитию гражданской авиации в стране. Расскажем подробности. Крупнейший образовательный проект Якутии готовится к открытию. Уже 1 сентября комплекс «Точка будущего» в Жатае примет первых воспитанников. Перспективы прихода газа в Алданский район едва ли вызывают бесспорную радость у жителей поселков Ленинский и Лебединый. Узнаем, что именно беспокоит жителей. Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» проходит в столице республики. Эсэх Туймады вновь объединил тысячи людей, древние обряды, национальные традиции, встречи с родными и атмосфера настоящего праздника лета. Все это стало частью главного культурного события республики. Как прошел Эсэх в этом году, в сюжете нашего корреспондента. Эсэх Туймады ежегодно собирает сотни тысяч участников. В этом году праздник вновь объединил жителей республики, гостей из разных регионов России и зарубежья. Среди них представители Индии, Турции, Китая и других стран. Центральным событием первого дня стала церемония открытия. В ней приняли участие около 700 человек. Танец терхов, обряд алгыс, церемония кумысопетия и танец дружбы стали основными эпизодами представления. Тема праздника – «Дружба народов», созвучно объявленному в стране Году единства. Мы из Турции приехали. Но мы забыл все, когда мы здесь, наша душа очень хороший чувствует. Мы приехали, я думал, 2000-3000 тысяч назад я приехал. Мне очень нравится якутское звучание «эх», но и написание «исаах», и произношение «исэх» тоже впечатляет. А главное, что это не только название, это удивительное событие. Среди гостей праздника художники из Москвы. Они приехали в Якутию, чтобы запечатлеть природу и культуру республики. Представитель Российской академии художеств Владимир Анисимов прямо во время церемонии открытия работал над этюдом. Для него это первое знакомство с Якутией. Я потрясен, я потрясен. Я такого не видел никогда в жизни. Вот представляете, ушел бы я из жизни, умер бы, и вот этого не увидел, зря жил. Высоко оценили церемонию открытия и жители республики, которые ежегодно приезжают на Эсэх Туймады. По их словам, праздник каждый раз сохраняет масштаб и зрелищность. Дорогие земляки, поздравляем вас с праздником Эсэх. Прошло очень красивое открытие. Мы присутствовали, чему очень рады. Да, очень понравился. В нынешнем году очень так эффектно, необычно. Пусть будут все здоровы, счастливы. Всем счастья. Эсэх – это еще и возможность познакомить гостей с традиционной культурой республики. Фестиваль мастеров художественной обработки бересты объединил участников из Якутии и Новосибирска. На выставке представлены иконы, декоративные изделия, расчески и работы по мотивам якутского эпоса. Очень высокий уровень мастеров, они у нас молодцы, якутские мастера. Мы также участвуем в празднике топора, и ваши мастера всегда каждый год приезжают к нам на фестиваль, занимают очень высокие места. Наряду с традициями на празднике представлены и современные разработки. Выставка «Саха-инновации» проходит уже в 14-й раз. Здесь якутские разработчики демонстрируют проекты в сфере технологий и производства. Почему все сюда хотят попасть? Потому что, во-первых, посещает выставку больше 10 тысяч человек за день. Да, и посещают гости, иностранные, различные. А во-вторых, население смотрит и потом, конечно, внедряет это в жизнь.
Традиционно большое внимание якутян привлекает выставка-ярмарка, где можно приобрести различные якутские украшения, предметы быта и, конечно же, различные атрибуты. Лично мое внимание привлек такой магнитный хомус, который изготовил татарский мастер. Данный предмет умеет играть до 432 Гц, что равно положительному влиянию на здоровье и организм человека. На выставке-ярмарке можно приобрести изделия народных мастеров, национальные украшения, сумки, ремни, а также олбох – традиционную якутскую мягкую подстилку с национальным орнаментом. В каждом ковре есть особый смысл, который кроется и передается за счет наших предков. Исэх Туймады вновь подтвердил статус площадки, объединяющей людей разных возрастов, национальностей и стран. Для многих гостей знакомство с культурой народа Саха становится поводом возвращаться в Якутию снова. Традиция, она жива, пока она развивается, и одновременно соблюдая каноны этого праздника, которому многие сотни, а некоторые говорят и тысячи лет, мы, с другой стороны, его развиваем, делаем его ближе, понятнее людям. И я очень рад, что на этом празднике с каждым годом все больше и больше молодежи, а значит, этот праздник будет жить еще многие-многие поколения. Сегодня Исэх Туймады – крупнейший национальный праздник России, ежегодно собирающий более 200 тысяч участников. Здесь бережно сохраняют традиции, одновременно открывая их для новых поколений и гостей со всего мира. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Юсхатын. В Якутии почти 15 тысяч работающих родителей уже получили новую семейную выплату. С 1 июня в рамках национального проекта «Семья» мамы и папы могут вернуть часть уплаченного за прошлый год подоходного налога. В республике эту поддержку уже ощутили 14 953 родителя, на чем попечении 37 559 детей. Подать заявление можно до 1 октября этого года через госуслуги, МФЦ или офис социального фонда. И это займет всего пару минут. Поддержка молодых семей – одно из приоритетных направлений социальной политики Нерюнгринского района и всей республики. Молодожены, впервые вступившие в официальный брак, имеют право на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. В Нерюнгринском районе с начала действия программы субсидий воспользовались уже 109 пар. Государственная поддержка носит целевой характер и направлена на стимулирование ранних браков. Рассчитывать на выплату могут пары, соответствующие ряду критериев. Брак заключен впервые, оба супруга граждане Российской Федерации. Обоим супругам должно быть на момент заключения брака не более 25 лет включительно. Оба супруга должны проживать на территории Якутии. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня официальной регистрации брака в органах ЗАГС. Электронное заявление подается через портал госуслуг. В Центре опережающей профессиональной подготовки состоялась встреча с абитуриентами, в ходе которой представители учебных заведений рассказали о деталях приемной кампании, федеральной программе «Профессионалитет» и перспективах трудоустройства. На 26-27 учебный год в 54 образовательных организациях республики, включая колледжи и вузы, утверждено около 7 тысяч бюджетных мест. Для удобства будущих студентов предусмотрены различные способы подачи документов, в том числе через портал госуслуг. Для того, чтобы закрепиться на предприятиях, есть понятие «целевые договора». То есть мы готовим под потребности конкретных работодателей. В настоящее время у нас 23 целевых договора. Студенты, поступающие к нам, могут тоже заключить целевые договора, и у них будет первоочередное право зачисления к нам на бюджетные места. А также у нас есть форма такая дуальное обучение, когда теория изучается у нас в организации, а практические занятия проходят на базе работодателей. У нас 53 договора дуального обучения. Крупнейший образовательный проект Якутии готовится к открытию уже 1 сентября. Комплекс «Точка будущего» в Жатае примет первых воспитанников детского сада и школьников. Сегодня объект впервые показывают журналистам федеральных и региональных СМИ. Подробности в сюжете далее.
До начала учебного года остается чуть больше 2 месяцев, и образовательный комплекс «Точка будущего» выходит на финишную прямую подготовки. Проектная мощность объекта – 1040 мест, 200 в детском саду и 840 в школе. Комплекс будут посещать разные дети – ребята с ОВЗ, дети из приемных семей, дети без особенностей в развитии. В первый учебный год примут чуть больше 500 детей. Здесь откроют группы для детей от 3 до 7 лет, а также по 2 параллели с 1 по 8 класс. Почему я поясню по 8 класс? Чтобы, во-первых, адаптироваться, чтобы дети адаптировались, преподаватели адаптировались. И мы уже в следующем году, в этом году мы получаем лицензию, а в следующем году мы уже получим аккредитацию, и мы будем выпускать уже детей с аттестатами нашей школы. Мы здесь будем обучать наших якутских детей сотнями, тысячами со временем. Ребята здесь будут учиться и получать в современных условиях новое понимание мира, новую систему образования. В основе работы новой школы принцип «каждый особенный, все равны». Комплекс будет работать по модели полного дня. После уроков школьники смогут посещать кружки и секции, заниматься проектной деятельностью и выполнять домашние задания под руководством педагогов. Помогать детям будут специалисты сопровождения, психологи, логопеды, дефектологи и тьюторы. Параллельно с подготовкой корпусов завершается формирование педагогической команды. Часть учителей уже прошла стажировку в Иркутске, где познакомилась с практиками первой точки будущего, опыт которой адаптируют для работы в Якутии. Александр Сергеевич был у нас на открытии нашего иркутского комплекса и сказал, было бы очень хорошо, если бы у меня в регионе тоже появилась такая возможность. На что наш акционер действительно согласился, и было подписано соглашение о том, что мы построим такой образовательный комплекс. Это наша задача, чтобы сделать так, чтобы дети хотели возвращаться обратно и развивать регион. И это, наверное, тоже одна из первостепенных задач, которые надо ставить и реализовывать. В комплексе ведутся финальные строительные работы. Уже в сентябре школа откроет свои двери. Общая площадь точки будущего составляет более 26 гектар. На территории будут транспортный терминал, учебные корпуса, центры дополнительного образования, спортивный блок с бассейном, лаборатории и общественные пространства. Особое внимание уделили системе теплых переходов между зданиями. Такое решение позволит детям свободно перемещаться по территории даже в самые морозы. Обучение, питание, форма, проезд до школы будет полностью бесплатное. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Жатай. Самое лучшее детям в Якутске. Продолжается строительство нового учебного корпуса Высшей школы музыки. Работы идут без отставания от графика. Ввод объекта запланирован на конец этого года. Но уже сейчас руководство учреждения строит планы, а юные музыканты мечтают пройтись по коридорам новой школы. Подробности в сюжете далее. Сегодня в Высшей школе музыки обучаются свыше 260 человек, что немного больше нормы местного интерната. Кроме того, домики деревни ВШМ уже довольно-таки старые, а учебные корпусы не соответствуют современным стандартам обучения музыкантов. Поэтому все руководство школы, да и сами дети с нетерпением ждут момента, когда перешагнут порог нового корпуса. Да, ждем, очень ждем. Она такая большая будет, наверное, и там будет очень удобно. Уже будет все близко. Что ж, Антон не ошибается. Школа действительно будет очень большая, почти 9500 квадратных метров, оснащенных по последнему слову техники. Новые инструменты, звукоизоляция и акустика, просторный концертный зал. Все то, о чем юные исполнители мечтают сегодня, станет доступно уже этой зимой. Работы идут по графику, отставаний нет. Начаты внутренние отделочные работы. Параллельно ведутся работы по устройству фасада, устройству кровли. Несколько бригад работает параллельно. На объекте сейчас около 100 человек. Работы ведутся по личному поручению главы государства Владимира Путина, который посетил школу в 2024 году. Но это было не единственным распоряжением президента. Еще одно – провести международный конкурс «Симфония добра». Сказано, сделано. По итогам творческих состязаний был создан молодежный симфонический оркестр Дальнего Востока. И, конечно, ребята, побывав здесь на сессии, играя в этом оркестре, приняли решение, что они будут к нам поступать.
из других субъектов Российской Федерации. Вполне возможно, что будут ребята из зарубежья, потому что у нас заключены соглашения с Монголией, с Китаем. Поэтому обменные студенты будут обязательно. Другими словами, ввод нового учебного корпуса интерната практически подарит школе статус международного учебного заведения, а вместе с этим откроет новые дороги для каждого ее воспитанника. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Президент России Владимир Путин на Вылетно-исследовательском институте имени Громова провел совещание по развитию гражданской авиации. Глава государства отметил, способность самостоятельно создавать линейку военных и гражданских самолетов является одним из главных показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. По его мнению, техника не уступает лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов и вовсе превышает по качеству западные. Коллеги сейчас говорят, что любопытно и что особенно приятно. Это мне, кстати, говорили сейчас летчики-испытатели, которые летают на этих машинах. Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. В Кремле признают влияние волатильности нефтяных котировок на экономику России, но называют этот фактор управляемым. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, надежность финансовой системы обеспечивается растущей долей нефтегазовых поступлений. Их вклад в бюджет увеличивается, постепенно снижая зависимость от сырьевой структуры. Комментируя ситуацию, официальный представитель президента напомнил, положительные оценки макроэкономики регулярно звучали от Владимира Путина и главы Кабмина Михаила Мишустина. Ключевой темой совещания по ситуации на рынке топлива, проведенном вице-премьером России Александром Новаком, стали вопросы организации поставок топлива в рамках Северного завоза. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Он поручил чиновникам обеспечить в первую очередь регионы, где логистика зависит от природных факторов. Кроме того, отраслевым компаниям и региональным властям необходимо на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений. Объем выполненных работ по Ленскому мосту превысил 20 миллиардов рублей. В начале июня в русло реки Лены вывели первый кофердам для устройства пилона вантового моста. Ведутся дноуглубительные работы. Это один из самых сложных этапов уникального для отечественного мостостроения проекта. Строящееся в Якутии сооружение станет первым в мире вантовым мостом на вечно мерзлых грунтах в арктической зоне. Железные дороги Якутии отчитались перед акционерами. В прошлом году услугами компании воспользовались 465 тысяч человек, и количество пассажиров только растет. При этом большую часть выручки традиционно составила прибыль от грузовых перевозок. Однако намеченный план по грузообороту железнодорожникам выполнить не удалось. Руководство компании связывает это с падением добычи угля. Среди достижений ушедшего года открытие представительства в Минске. Теперь товары из Беларуси доставляют в Якутию напрямую, без посредников. Мы в прошлом году по-прежнему работаем над запуском и строительством подходов к погранпереходу Джалинда-Махе. Это большой объем, длительная работа, мы уже несколько лет занимаемся. По-прежнему там работают, проходят совещания, проходят работы. Мы там занимаемся, работаем с Минтрансом, с правительством, с российскими железными дорогами. Поэтому надеемся, что на следующий год тоже уже какие-то небольшие результаты начнут появляться. В Якутске ликвидировали крупный пожар на городском мусорном полигоне. Для борьбы с огнем специалисты подготовили 4 подъездных пути, что позволило тяжелой технике оперативно проводить дополнительное уплотнение и отсыпку слоев отходов. По предварительным данным, причиной быстрого распространения пламени стал сильный ветер. Насколько высок риск повторения подобных возгораний и какие меры принимаются для их предотвращения, выясняла Дарья Короленкова. Ровно неделю тушили пожар площадью более 1,5 гектаров. Это размер почти 2-3 стадионов. И несмотря на то, что на сегодня пожар локализован, техника все еще работает, чтобы засыпать песком мусор в 2-3 слоя.
Ежедневно в ликвидации пожара были задействованы более 16 работников предприятия. Они трудились в 2 смены. На месте работали 3 бульдозера, 2 фронтальных погрузчика и свыше 10 самосвалов. Основной задачей стало перекрытие доступа кислорода к очагам тления и предотвращение дальнейшего распространения огня. Как раз мы сейчас с вами направляемся в 3-ю карту, где мы наглядно посмотрим, где у нас было возгорание и как мы отсыпались, то есть какие участки отсыпаны песком, как работа велась, какие подъездные пути. Вы все это воочию увидите. В будущем, да, будут ли похожие вот такие вот ситуации? Ага. Но про будущее, смотрите, еще раз я вам скажу, очень много зависит от природы, то есть от ветров. Если ветра в этом году очень сильные, и вы заметили, лето у нас прохладное и есть разность температур. То есть ночью холодает, днем жарко. И как раз вот это вот перепады, они очень опасны с точки зрения увеличения давления. Но тут, как вы понимаете, есть вот тело основное, да? И вот туда налаживается ТКО прессованный, далее песок. И есть полые места, где появляется воздух. И при наружном увеличении внутреннего давления он пытается выйти наружу. Как только он выходит наружу, там это у нас автоматическое воспламенение. Потому что кислород служит катализатором. Это химическая реакция. Стоит отметить, что подобное возгорание на полигоне происходит не впервые. Аналогичная ситуация возникла и в прошлом году. Пока в Якутске действует полигон открытого типа размещения отходов, риск возникновения очагов тления сохраняется. Однако на предприятии разработаны инструкции по локализации возгораний, а персонал регулярно отрабатывает действия в подобных ситуациях. Что касается с нашей стороны, у нас техника, инертный материал, рабочие наши, работники, они все готовы. То есть опыт работы у нас большой, работники у нас по 16 лет работают, то есть все карты городского полигона знают вдоль и поперек. Тем не менее, проблему рассчитывают решить системно. Уже в октябре этого года планируется запуск нового полигона на 26-м и 27-м километрах Вилюйского тракта. Там будет организована мусороперегрузочная станция, где отходы смогут проходить полноценную сортировку и обработку. После вывода действующей свалки из эксплуатации территорию планируют рекультивировать и полностью засыпать грунтом. Дарья Краленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Якутске обсудили вопросы своевременной оплаты за коммунальные услуги учреждений, финансируемых из республиканского и местного бюджетов. Совещание прошло под руководством первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова. Участие приняли главы и представители районов и улусов Якутии. В ходе обсуждений участники рассмотрели меры по обеспечению своевременности платежей, поддержку финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций и недопущения накопления долгов. Сегодня мы видим, что на самом деле желание есть и планирование есть по погашению задолженности, но отсутствие, как говорится, пофров, непосредственно самих денежных средств, оно затормаживает эту работу, но при этом все равно повестки дня со стороны, как говорится, правительства, оно всегда сохраняется, и мы всегда этот вопрос стараемся регулировать. Навигация на реках республики вызывает опасения. Об этом заявили во время заседания комиссии по перевозке жизненно важных грузов. Судоходство в этом году началось на 10 дней позже, чем в минувшем. Это сказалось на объемах грузоперевозок по водным артериям. С начала навигации отгрузили уже 268 тысяч тонн товаров. Это 26% от поставленного плана. По рекам доставлено 204 тысячи тонн или 20%. Отмечается, что судоходство на малых реках подходит к концу. На Амге завоз окончен. На Вилюе грузоперевозки завершены на 90%. Проверка сил и средств к реальным угрозам продолжается. Командно-штабные учения МЧС России по республике. На сей раз тренировки прошли на местности Усть-Хатын. К ним были подключены ведомства, входящие в якутскую территориальную подсистему РСЧС. С подробностями Вероника Таюрская. В этот раз легенда звучит следующим образом. В результате паводка были затоплены жилые дома. Стихия накрыла 77 жилых домов и свыше 130 дворовых территорий. Существовала дальнейшая угроза подтопления еще 46 частных домов и 160 приусадебных участков.
Для недопущения худшего сценария была развернута республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Был развернут подвижный пункт управления, также была развернута аэромобильная группировка Главного управления, также развернуты все органы управления и службы гражданской обороны Республики Саха-Якутия, которые обеспечивают безопасность в период проведения мероприятий по обеспечению безопасности весеннего дождевого паводка в рамках легенды учений. В ходе командно-штабных учений было задействовано 1258 человек, 250 единиц техники по всей Якутии. Это и сотрудники подразделений МЧС, службы спасения, ГИБДД, автодорожной службы, управления ветеринарии, гидрометеослужбы и медицины катастроф. В условиях ЧС медики развернули мобильный пункт с реанимационным оборудованием. У нас задействован врач, реаниматолог, анестезиолог и 3 фельдшера. В данном случае у нас развернуто 5 коек. Можем оказывать первую помощь для любых состояний, критических состояний. Также у нас оснащение входит искусственный аппарат вентиляции легких. Есть у нас аппарат для компрессии при остановках сердца. Также у нас оборудование есть мобильные маленькие УЗИ-аппараты. Ведомство не единственное, кто был задействован в учениях. Для предупреждения и ликвидации были привлечены 100 человек из аэромобильной группировки, а также 16 единиц плавательных средств и беспилотные летательные аппараты. Сегодня у нас представляет нашу службу часть спасателей регионального аэромобильного поисково-спасательного подразделения особого назначения. Это подразделение как раз предназначено прежде всего для тушения лесных пожаров. Это их прямая работа. Командно-штабные учения включали в себя как проверку практических навыков оперативных служб, так и проектную документацию ведомств. По итогам тренировки Главное управление МЧС России по Приморскому краю положительно оценило действия Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Вероника Таюрская, Иван Сорокомов, Якутск. Первую в республике операцию по отсроченной реконструкции молочной железы с использованием нового метода провели в Якутске. Сложнейшее хирургическое вмешательство выполнили лоскутом на двухдневной научно-практической конференции «Актуальные вопросы оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения». Мероприятие объединило собой врачей из Якутии, Новосибирска, Барнаула, Хабаровска, Москвы и Казахстана. Обсуждение прошло сразу в 3 секциях: сестринское дело, вопросы лекарственной терапии и мастер-классы «Живая хирургия» в формате трансляции прямиком из операционного зала. Сама сложность работы заключается в том, что нужно подготовить и донорские, и реципиентные сосуды, принимающие и отдающие, так называемые, если говорить обычным языком, сосуды, которые будут соединяться между собой. То есть это свободный кожно-жировой лоскут, который берется у женщины в данном случае из-за избытков, из-за наличия фартука на брюшной стенке. Мы забираем этот лоскут и его пересаживаем в зону, где будет формироваться новая молочная железа, соединяя этот лоскут с сосудами на грудной стенке и создавая новую молочную железу. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Перспективы прихода газа в Алданский район едва ли вызывают бесспорную радость у жителей поселков Ленинский и Лебединый. При укладке газопровода дороги были перерыты. Многие автомобилисты на своих машинах теперь не ездят, а после дождя приходится и вовсе доставать резиновые сапоги. Представители администрации уверяют, дороги приведут в порядок в обозримом будущем. О каких сроках идет речь, узнали наши корреспонденты. Сейчас дороги хорошие, считает житель поселка Лебединого Павел Поляков. Погода радует теплом. Грунт подсох, колеи и каменные глыбы теперь хорошо видны. Риск просесть или застрять уменьшился. Передвигаться по размокшей глине было куда сложнее и водителям, и пешеходам. Выбрать более удобный путь не представляется возможным. Подобная картина на всех улицах Лебединого. По осени у нас все поизрыли, все дороги, все вот так вот. Больницу вот здесь вот практически, можно сказать, не проехать. На маленькой машине точно не проедешь. На скорой еще, вот, которая повыше машина, на той можно проехать кое-как. Здесь вот вообще вот был асфальт, вот тут вот. Перерыли, здесь вообще ни на чем, наверное, не проедешь.
только на Урале. Маленькая вода хоть перестала, а тут вода была, вообще полная канава воды была. И жижа, глина, это невозможно ездить вообще по поселку. Люди многие не выгоняют даже машины из гаража. Павел отказаться от машины и ходить пешком не может. Он работает водителем в психоневрологическом диспансере, стационар которого находится на одной из верхних улиц. Таким образом, в связи с производственной необходимостью, мужчине пришлось изучить каждую кочку и каждую ямку. Проблема дорог, точнее их отсутствие, назрела в прошлом году, когда в поселках Лебединый и Ленинский начались работы по укладке газопровода. В период весеннего половодья ситуация усугубилась. Ребятишек, вот здесь садик, ребятишек коляску не прокатить здесь никак, ничего, если везти. Не знаю, как дальше жить. Своими машинами сейчас не пользуются многие автовладельцы. Игорь Филипенков тоже ходит пешком, а более отдаленное расстояние преодолевает на мотоцикле. Если вопрос с передвижением все-таки решен, то проблемы, касающиеся подвоза дров или воды, стоят остро. Завалили все. Вот как они шли, так завалили, там такие барханы. Ни в гараж не пойти, ни дров привезти, такая вот. Там вся дорога, что вот сюда или что оттуда, что вниз идет, там вообще. Когда улицы будут приведены в порядок? Этот вопрос волнует всех жителей. Как отметил глава администрации поселения Анатолий Потеруха, ситуация изменится в ближайшем будущем. По дорогам у нас, конечно, понятна причина – это газификация. За прошлый год до декабря месяца велись работы. Поселок Ленинский, поселок Лебединый проложены 100%. Все трассы, все земельные работы закончены. Это лето будут проводиться благоустройство, восстановление всех дорог, чтобы дороги не так, как говорится, на тяп-ляп сделались, а сделались капитально. Жители Лебединого, наверное, уже видят. Со вчерашнего дня мы начали одну из дорог капитально восстанавливать, то есть это скальное покрытие, сверху еще будет щебневое, ПГС покрытие. По словам Анатолия Потерухи, ремонт дорог и работы по благоустройству в Лебедином и Ленинском до конца лета будут выполнены на 100%. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Лебединый. Теперь добраться до дома для жителей Намцирского тракта в Якутске также задача со звездочкой. Дело в том, что местную дорогу разрушают большегрузы, а ее состояние даже после грейдирования оставляет желать лучшего. Не ходят там и автобусы, поэтому порой путь домой для местных превращается в пешие прогулки на несколько километров. В проблеме разбиралась Сырглана Неустроева. То, что вы видите на этих кадрах, не какая-то проселочная дорога, а настоящий тракт. Только так он выглядеть не должен. Его разрушили большегрузы, уверены местные жители. В 2021 году здесь открыли разработку песчаного карьера. С тех пор груженные многотонники курсируют здесь, как по большой трассе. Вообще возможности нет абсолютно ездить. Это что, закрыли, дорогу закрыли, автобус не ходит, а теперь, как хочешь добирайся, вообще хоть на вертолете лети на каком-нибудь, заказывай. Что? Это что такое? Безобразие страшное. К нам никто не поворачивается. Ни мэрия, ни депутаты, никого нету. Причем это не та проблема, которая просто доставляет неудобства. Это буквально вопрос безопасности. Ведь на тракте уже были случаи ДТП со смертельным исходом. Машины, получается, слетали, здесь никаких ограждений нету. И несколько лет назад, допустим, УАЗик отсюда слетел, никаких ограждений нету. Сразу, получается, высота нескольких этажей дома вниз, и можно разбиться. Опасно здесь очень. Но заехать на тракт – это еще полдела. Попробуйте добраться до тех самых участков, которые осенью прошлого года раздали многодетным семьям. Вот наша дорога, по которой мы не можем заехать на машине совсем. Мы элементарно не можем завести даже доску или брус, чтобы начать какое-то строительство. Это многодетная мама Елена Стрига, счастливая обладательница соток земли на Намцирском тракте. Счастливая в кавычках, обжить землю пока не получается. С этой стороны, получается, здесь можно только на самосвале заехать. Больше другого способа никакого нету. Мы с трассы немножечко нашли удобный подход. У нас машина маленькая, юркая, и там, где у нас углубление, нам пришлось натаскать там ветки, там песок, чтобы как-то более-менее отсыпать. Кустарным способом себе немножко проложили дорогу, чтобы хоть как-то нормально доезжать до участка. Загвоздка в том, что тракт не стоит на балансе у соответствующих ведомств.
хоть и принадлежит городу. А значит, и обслуживать его по закону никто не обязан. С другой стороны, запрет на движение большегрузов есть, только привлекать за его нарушение тоже никого не будут. Вот такая занимательная головоломка получается, если не учитывать, что от этого тракта зависят жизни сотен жителей города. Светлана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Что важнее для современного города – удобство для бизнеса или единый архитектурный облик общественных пространств? В Якутске поводом для такой дискуссии стали киоски общественного питания, которые в последние годы появляются как грибы после дождя. Причем в дискуссию то втянулись и обыватели, и профессионалы. К ней присоединилась и наша съемочная группа. Городская среда, как известно, складывается из множества элементов. Объекты торговли, которые ежедневно встречаются жителям на улицах, один из таких. Хот-доги, бургеры, якутская кухня – выбор на любой вкус и кошелек. Если одних устраивает такая доступность еды, то другая часть активно выражает свое беспокойство. Оно и понятно. Там, где раньше стояла остановка, теперь торгуют шаурмой. В мэрии, однако, отвечают: не беспокойтесь, за шаурмой контроль ведем. В этом году также мы сделали большую инвентаризацию всех НТО, которые стоят на частных территориях. У нас их получилось 182 штуки, из них 46 – это шаурма. То есть на муниципальной земле, например, у нас 22 киоска шаурмы, а на частных 46, то есть практически в 2 раза больше. К сожалению, частную территорию мы пока никак не регулируем, потому что это запрещено федеральным законодательством, гражданским кодексом. Но у нас с 1 сентября вступают изменения в федеральный закон. У нас будут полномочия. Если ты не соответствуешь, если ты нарушаешь противопожарные разрывы, если вдруг у тебя там какие-то жалобы, если ты не получил согласование ресурсников, все, в течение месяца им направляются уведомления, они обязаны либо войти в схему, либо снести свой нестационарный объект. Дров в костер, или в данном случае в тандыр, добавила и точка фастфуда, которая совсем недавно появилась на площади Республики. Продуманное пространство, реализованное в рамках мастер-плана, теперь украшают не только 12 колонн в виде коновязи, но еще и киоск. Безусловно, такое соседство вызвало недовольство у тех, кому уже полюбилась площадь. Я против любых ларьков на площади Ленина. А насчет национальная, ненациональная кухня спрос покажет. Зачем превращать город в большой рынок? Во что превращают площадь? Отвратительно. Где один, там и два. К киоску в скором времени присоединились фудтрак и разномастные ларьки с детскими игрушками. А к стану недовольных горожан присоединились профессионалы. Союз архитекторов республики в открытом письме к властям выразил недовольство таким хаотичным размещением объектов как на площади, так и в целом в столице. Мы же не просто сделали письмо, там, уберите ларьки, да? Мы сделали предложения конструктивные, а именно, как работать с дизайн-кодом. Дизайн-код Брендбук разработан для площади республики, но с ним надо очень тактично работать. Нужно всегда обращаться к архитекторам, к людям, которые как бы что-то предложили, и в каких-то небольших элементах вопрос самый простой, где даже поставить, да? То есть просто поставить вот именно в этом месте, почему. Все должно быть очень взвешенно и конструктивно, так сказать, вместе принято решение. В свою очередь, в службе эксплуатационно-технического обеспечения, которая отвечает за наполнение и содержание обновленной площади, отвечают: учреждение при размещении торговых объектов исходило из фактического запроса граждан на базовые сервисы. При этом обе стороны сходятся в одном: вопросы развития городской среды требуют обсуждения. При принятии решения учреждение исходило из фактического запроса горожан на базовые сервисы. Установка нестационарных торговых объектов на площади республики была согласована с профильными органами исполнительной власти. Вопросы качества городской среды и размещения объектов в подобных зонах требуют системного подхода и согласованной позиции всех участников процесса. Безусловно, если мы говорим о еде, то вопрос где, как, что и кому продавать или подавать, скорее всего, риторический. Я бы даже сказал, вопрос вкусовых предпочтений. Мы можем бесконечно ругать подрядчиков, сетовать на архитекторов, ну или там, не знаю, на грунты. Но один факт остается неизменным. Ни на Дворцовой, ни на уж тем более Красной площади фастфуд не подают. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. Якутск готовится к 400-летию событию федерального масштаба, указ о котором был подписан президентом страны 1 апреля минувшего года. Город исторически всегда являлся ключевым центром освоения Дальнего Востока и Арктики. Именно отсюда отправлялись экспедиции Дежнева, Хабарова и Беринга. Помимо стратегической роли в исследованиях, Якутск стал родиной первой в регионе металлургии – завода Хаптагая. Как отметил госсоветник республики Вячеслав Штыров, юбилей города станет важной исторической датой для всей страны. Празднование состоится через 6 лет. Вот основание города Якутска, если хотите, это рубежная дата для вхождения в состав России всего нашего Дальнего Востока. Потому что Якутск с самого первого дня своего основания стал уже таким центром, от которого отправлялись экспедиции и научно-исследовательского характера, значит, экспедиции исследовательские с целью открытия новых земель, с целью описания их, присоединения и так далее. При корпорации развития Якутии в конце этого года планирует запустить фонд кино и анимации. Он станет возвратным механизмом финансирования региональных проектов. Предполагаемый объем фонда 150-200 миллионов рублей. Средства намерены предоставлять преимущественно в виде целевых беспроцентных займов с возвратом или передачей части прав на проект. Фонд сосредоточится на поздних стадиях производства, постпродакшене, монтаже, цветокоррекции, звуке, дубляже, маркетинге, фестивальном продвижении и международной упаковке. Планируется поддерживать до 10 проектов ежегодно. Приоритет получат фильмы и анимация с перспективами федерального проката, выхода на цифровые платформы. Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» проходит в столице республики. Накануне состоялся заключительный день прослушиваний. В частности, конкурсанты предоставляют номера в номинации «Русский народный инструмент». Подробности у Марферины Алексеевой. Леонид Алексеев, участник из Татинского улуса, еще до прослушиваний на открытии конкурса удивил зрителей и экспертов своей игрой на баяне. Выразительную подачу Леня также показал, играя одно из его конкурсных произведений «Узорита, узореньки». О том, что как-то человек пришел как-то на озеро ночью вспоминать свою ошибку. Это его весь смысл. Вот, поэтому это очень чувствуется. И то, как ты играешь, как ты погружаешься, видно, что ты особо так не волнуешься. А если волнуешься, то как профессионал этого не показываешь. Леня играет на баяне с 5 лет. Начинал играть одним пальцем. Сегодня его стаж обучения 8 лет. Вместе с ним с Татинского улуса приехали еще 3 баянистов и пианист. Всего в программе 9 номинаций: фортепиано, оркестровые инструменты, коллективное музицирование, хоровое пение, хореография и другое. Если в первом конкурсе у нас было 400, более 400 участников, то в этом году в очном и заочном форматах участвует более 1700 участников из 8 регионов России, из Республики Монголия, Казахстан и Индия. Также в программе мастер-класс «Школа музыкального молодого журналиста» по научным и методическим работам. В этом же направлении состоится и конкурс. Мы, все члены жюри, будем обращать внимание на оригинальность работы, на личный опыт, на собственные мысли. То есть на то, что действительно человек, конкурсант, пропустил через себя. К сожалению, музыкальной журналистике, музыкальному писательству, скажу так сказать шире, сейчас не учат. Будем надеяться, что... И, собственно говоря, что надеяться, уже можно сказать, что есть очень интересные и очень достойные работы. Так что я думаю, что «Розовая чайка» откроет и новые имена, в том числе и в музыкальном писательстве. 26 июня состоится торжественная церемония закрытия с награждением лауреатов первых премий и гала-концертом победителей. Конкурс «Розовая чайка» проводится в рамках проекта «Музыка для всех», который был инициирован первым президентом Якутии Михаилом Николаевым в 2013 году. В этом году конкурс охватил 63 общеобразовательные школы. В следующем планируется участие ребят из 80 школ республики. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.
Сборной республики торжественно вручили спортивную экипировку к чемпионату России по стрельбе из лука. В комплект вошли новая форма и инвентарь с луками и стрелами. На вручении присутствовали сборная лучников, заместитель председателя правительства Якутии, тренеры и другие приглашенные гости. Новая экипировка должна помочь спортсменам достойно выступить на всероссийском уровне. Напомню, спортивные события по стрельбе из лука проходят в Якутске до 4 июля. В течение 1,5 лет мы вели подготовительную работу, и буквально через 4 дня здесь на стадионе Туймада стартует чемпионат России по стрельбе из лука. Приедут мастера, приедут профессионалы. Всего мы ожидаем 189 спортсменов, которые приедут из 24 регионов Российской Федерации и будут бороться за право завоевать титул чемпиона России по стрельбе из лука. Всего 22 спортсмена будут представлять республику на этом чемпионате, которые прошли очень хорошую подготовку у наших тренеров. Впервые в Якутии выявляют лучшего механизатора. Это новая для республики номинация всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». При этом участие в нем принимают не студенты, даже не школьники, а те, кто в профессии уже не первый год. Опыт против опыта, навык против навыка. О том, с какими трудностями столкнулись конкурсанты, расскажет Сарглана Неустроева. Сегодня на звание лучшего механизатора Якутии претендует всего 3 человека. Небольшое количество участников конкурса даже играет на руку организаторам. Во-первых, так экспертам легче набраться опыта в судействе. Во-вторых, практическая часть этапа не затягивается. Это первый раз еще. Реклама «Двигатель прогресса». Думаю, в следующий раз будет больше конкурсов. Но, с другой стороны, все требования мы сами тоже, как жюри, только-только отрабатываем на таком спокойном режиме. Следующий год будет напряженнее, думаю, участников будет больше. Вообще, обычно требования минимально 3, оптимально 5. Конкурс проходит в 2 этапа – теоретический и практический. Последний включает 4 модуля, на каждый из которых отводится по часу. Этого времени конкурсантам хватает с лихвой, за исключением одного модуля – двигатель и точные измерения. Всего за час механизатор должен разобрать и собрать двигатель, измерить детали и все запротоколировать. В общем, работа достаточно кропотливая, но опыта участникам не занимать. К примеру, Александр Атласов уже 16 лет работает на мелиорации. Для него участие в конкурсе – это брошенный самому себе вызов и возможность отстоять честь родного предприятия. С заданиями справился, считает Александр, но не обошлось и без ошибок. Самое сложное это насчет программы, это пилотирование такого, я такого не знаю. Первый раз увидел. Первые 2 задания вроде сделал, а остальные нет. В любом случае конкуренция высокая, отмечают эксперты. Все конкурсанты однозначно знатоки своего дела. Как-никак первопроходцы номинации. В целом ребята показывают достаточно высокий уровень. Тестовые задания все сделали. И по мастерству, и по качеству работы, проведенных работ тоже очень хорошие показатели у ребят. Судейство, да, конечно, будет сложным. Отставание друг от друга у них будет небольшое, мы так прогнозируем. Победитель уже этой осенью представит республику на всероссийском этапе конкурса в Тамбовской области. У Якутии уже есть опыт успешных выступлений. Так, в прошлом году наш агроном занял 4-е место, опередив соперников из других регионов страны. Главное – не опускать планку. Сарглана Неустроева, Джилстан Иннокентьев, Якутск. В Ленске во Дворце культуры «Юность» чествовали школьников района, добившихся высоких результатов. Среди награжденных юные исследователи, призеры Олимпиады, выпускники, медалисты, а также талантливые танцоры и музыканты. Все ребята получили медали и денежные премии. Которые защищают честь района республики на республиканских, российских, международных уровнях. И, наверное, может быть, даже большинство этих детей вложили столько уже за столь юный возраст, сколько, наверное, не вложили взрослые люди в то, чтобы люди знали наш район. Что есть такой небольшой город Ленск в республике Саха-Якутия, где есть такие замечательные дети, талантливые, умные, интеллектуальные.
В общественном центре состоялось торжественное открытие летного летнего института. Ключевая тема форума «Учитель-2026. Архитектор экосистемы современного образования». Событие собрало педагогических работников, руководителей образовательных организаций, управленческие кадры системы образования. В течение 3 дней участникам предстоит стать соавторами новой образовательной реальности, обсудить актуальные вызовы и найти эффективные решения для развития профессиональных компетенций. В программе выступления ведущих экспертов в области педагогики, психологии, цифровых технологий и культуры. Спикеры затронут темы от внедрения искусственного интеллекта в образовательные процессы, трансформации игровых методик до роли театрального искусства и креативных проектов в формировании навыков будущего. Потрясающая была лекция по физике. Мне, как филологу, это особенно интересно было. О том, как сейчас, не с помощью искусственного интеллекта, а с помощью подручных материалов, наглядных пособий изучать физику так, чтобы успешно сдать потом экзамены. А я рассказывала о читательской грамотности, которую можно действительно сейчас, в настоящий момент, считать одним из индикаторов качества образования. Во Дворце спорта 50 лет Победы прошло торжественное открытие 15-х всероссийских соревнований по русским и стоклеточным шашкам, приуроченных к памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина. На открытии с приветственной речью выступили родственники заслуженного тренера, заместитель председателя правительства Якутии и другие приглашенные гости. По словам организаторов, в турнире соревнуются спортсмены разных возрастов, как дети до 9 лет, так и ветераны. В соревнованиях принимают участие гости из 6 регионов России. Напомню, события проходят до 27 июня. Этот турнир наложился на наш региональный чемпионат Южного федерального округа, поэтому много людей не смогло приехать. А я приехал, потому что уровень турнира здесь сильно выше, соперники сильно скилловее, так скажем. Именно за этим я сюда и приехал. Ни на что не претендую конкретно. Просто приехал повышать мастерство, отдыхать и давно мечтал побывать в Якутии. Первый раз здесь, пока впечатление отличное. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов, но я с вами прощаюсь, до встречи.